труд можно увидеть в небе 92 стран мира. Вертолеты из Татарстана спасают, доставляют, побеждают и просто приносят удовольствие. В зависимости от загрузки рабочие с одной линии могут переходить в другую. Тем самым, да, гибкость производства обеспечивает. Заводу хоть и 80 лет, но он всем современным требованиям отвечает, правильно? Да, естественно. За последние 10 лет на КВЗ прошла большая модернизация. Поменялось все, от оборудования до подхода к работе. Буквально, если мы раньше 5-10 операций выполняли на 10 станках, на сегодняшний день на одном станке мы всю окончательную обработку деталей делаем. Помогает сохранять традиции завода местные династии. Некоторые работают целыми семьями. На вертолетном заводе работает свекровь и свекор. Они уже много лет работают, больше 30. Пришла я, потому что люблю самолеты, вертолеты. История завода ведет отсчет с 4 сентября 1940 года. Правда, тогда он еще назывался Ленинградский авиационный завод. В 1941-м, с началом Великой Отечественной, его эвакуировали в Казань. На фронт отсюда отправили больше 10 тысяч самолетов ПО-2. После войны здесь наладили выпуск комбайнов. Затем, в 1951-м, началась эра вертолетов Ми. С 1973 года по 1986 год мы делали известные во всем мире вертолеты Ми-14. Аналогов такому вертолету до сих пор нет. Это вертолет, который может не только летать, но, скажем так, еще приводняться на воду. Сейчас завод строит вертолеты серии Ми-8, 17, Ми-38, 38Т, в том числе и для Минобороны страны. Особое внимание собственной разработки серии вертолетов «Ансат». Это одна из новинок завода последних лет – «Ансат Аурус». По сути, это вертолет бизнес-класса «Майбах» среди винтокрылых. И такого аппарата еще ни у кого нет. Он только готовится к серийному производству. Зато «Ансаты» для грузовых перевозок, для полетов над водой и для медиков уже вовсю востребованы. Причем машины постоянно модернизируются. Пилоты проходят тренировки. Недавно на заводе установили специальные тренажеры. Попробуем приземлиться. Давайте вот уменьшаем. Все. Ручку на себя, чтобы скорость загасить. Вот эту, да? ручку. Да. Много. Ну что? О, мы чуть не упали. Сейчас идет работа на экспорт Ми-38Т. Вообще, оценочная потребность мирового рынка в подобных вертолетах около 200 машин в ближайшие 10 лет. Параллельно казанские конструкторы работают над серией «Ансат-М». Сейчас мы работаем тем, чтобы дальность 500 км повысить до 640. Плюс у нас в работе автопилот, тоже для модернизации М. Плюс у нас в работе противовредительная система. Значит, также мы планируем ее вывести на рынок. Это уже в ближайшем будущем. В планах и модификация Ансат NG. Его характеристики пока держатся в секрете. Салават Мухаммадуллин, Вадим Илларионов, ТНВ. Казань. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843 5 705 100. Көтелмәгән кунак көттөреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.